Захватывающими и динамичными играми в Инте открылся хоккейный сезон. 3 дня в корте спортивной школы «Интинская» проходило первенство Республики Коми по хоккею среди юношей до 15 лет. В Приполярье приехали команды «Северный ветер» из Печоры, «Феникс» из Усинска, «Олимп» из Воркуты. Инту представлял хоккейный клуб имени Виктора Жлуктова. Вы чемпионы, а значит являетесь примером силы, здоровья, мужества, воли для своих сверстников. Я от всей души вам желаю, чтобы вы это гордое звание хоккеиста пронесли через всю свою жизнь, и чтобы вы добились самых высоких побед в спорте. Удачи вам! Виват хоккей! Эти соревнования, они у нас регулярные, ежегодные. Это вот на данный момент проходит это первенство Республики Коми по хоккею среди юношей до 15 лет. Это 2008 год и младше, год рождения. Вот. Участников у нас в этом сезоне 4. Это город Инта, Воркута, Усинск и Печора. Всего у нас 4 тура, они у нас сделаны на весь хоккейный сезон. Сезон у нас начинается с сентября 2022 по май 2023 год. Первый тур у нас в Инте, следующий тур у нас будет в Усинске, он будет в конце декабря. Второй будет тур в феврале, а третий в марте. Ну, соответственно, в феврале будет в Воркуте, а в марте будет в Печоре. Вот. Поэтому для чего мы это все сделали? Потому что, чтобы у нас хоккей был во всех муниципальных образованиях, да, это Федерация хоккея Республики Коми приняла это решение для того, чтобы не только в каких-то южных городах у нас проводился хоккей, а тоже взять вот в том же Инте. В следующий тур, который будет проведен в Усинске, выйдут все команды. По словам руководителя Федерации хоккея Республики Коми и главного судьи соревнований Михаила Миронова, никто из первенства не выбывает до конца хоккейного сезона. Победителями и призерами 4 туров станут те команды, которые наберут больше очков за время всех проведенных игр в каждом муниципалитете. У нас, кто в первом туре играет, они вот все у нас продолжают. То есть у нас в течение тура не могут, в течение следующих туров у нас не заходят другие команды. Вот, поэтому они играют. Вот если вот есть состав 4 команды, вот они играют. Если у нас на момент подачи заявок там, да, до сентября там 8 команд, то эти 8 команд они будут весь сезон играть. Мы его сделали турами, потому что было более удобнее играть. То есть определяющий призер и победитель соревнования, он будет по итогам 4 туров. То есть в 4-м туре будет понятно, кто станет чемпионом Республики Коми, да, и, соответственно, призерами 2-й, 3-й. Здесь у нас будут награждаться тоже первый тур будет, и 2-й будет награждаться тур. То есть малыми медалями, грамотами, и, соответственно, будут номинации лучший нападающий, лучший игрок, бомбардир, защитник и вратарь. Это будут все туры так делаться. Первыми на лед вышли спортсмены из Печоры в синей форме и Инты в белой. Сразу же развернулась бескомпромиссная борьба. Хоккеисты обеих команд прикладывали усилия, чтобы поразить ворота соперников. Матч получился напряженным и закончился со счетом 5-6 в пользу приезжих спортсменов. Соперники были, конечно же, трудно. Было трудно с ними играть. Мне кажется, что нам не хватило немного удачи. И мы с ними, конечно, не первый раз играем. Мы с ними много раз играли. Ну, раза 2-3 точно. Первый период у нас, мы шли наравне, как я помню.
А второй период мы уже начали проигрывать, то есть или мы подрасслабились, то есть подумали, что вот мы сейчас их выиграем. Ну а в третьем периоде мы все-таки, нам повезло, и мы забили 5-й гол. Давно уже занимаюсь, с 4 лет уже почти. Спорт нравится, ну не знаю чем, просто нравится драться и просто бегать на большой скорости. Ребята из Печоры уже не первый раз приезжают в Инту на соревнования. В данном первенстве хоккеисты не считают себя фаворитами, но сдаваться мальчишки не собирались. Есть, конечно, сильные игроки, как наш капитан, и я ему, конечно, помогаю. Пятерка у нас тоже хорошая. Есть, конечно, защитники, которые тупят, конечно, некоторые, но все равно пытаются справляться. Я их всех знаю, поэтому я всех детей знаю, и их уровень тоже знаю, потому что у нас есть ребята, которые здесь же не только 2008 год, 2009 год, 2010, они играют за свои возраста еще играют. Вот, поэтому я их всех знаю. Ну, уровень, как, республиканский уровень, будем, конечно, есть над чем работать, будем заниматься. То есть для того, чтобы повышать уровень, надо просто больше играть, больше задействовать детей, команд, муниципальных образований. Да. Мы работаем над этим вопросом. Следующими сразились команды «Феникс» из Усинска и «Олимп» из Воркуты. Первый период матча спортсмены провели почти на равных. На перерыв хоккеисты ушли со счетом 1-2 в пользу команды из Заполярья. На второй 20-минутке воркутинцы атаковали ворота противника и забросили «Фениксу» 3 шайбы. Приехали с города Воркута, уверены на первое место. Наша команда, достаточно много человек приехало. Все собраны, готовы к первому месту. Мы усердно готовились к соревнованиям, чтобы победить. Пока что не знаю, какая команда самая слабая и самая сильная. Выезжаем мы часто. Вот я думаю, у нас все получится на этих соревнованиях. Мы будем стараться. Олимп Воркута, она играет очень хорошо. Феникс, конечно, тоже хорошая команда, но что-то они тут немножко плоховато играют. Я думаю, они гораздо могут лучше играть. По сравнению, когда мы их давно играли, с ними в прошлый сезон они очень хорошо играли. Сейчас Феникс как-то слабо играет. Что не хватает, как ты думаешь? У них как бы им командной работы не хватает. И побольше бросков им. У нас везде хороший хоккей, у нас есть просто в чем загвоздка, то есть у нас бывает не команды приезжают неукомплектованные, кто заболел, там, то со школы не отпустили, ну это очень сильно влияет на состав команды. А так у нас практически уровень-то одинаковый по всей республике, поэтому прямо чтобы выделить, прям такого не могу сказать. А так все одинаково. Вот Инта хорошая. Вот 8-й год у них хорошая команда. Там по Воркуте у них там 10-й год хорошая команда, да. Там, не знаю, там, много там. В Сыктывкаре 9-й год хороший, в Ухте хороший 9-й год, 2009, да. То есть, я говорю, во всех городах есть хорошие команды своего года. Просто единственное, что вот с составом, да, с количеством состава, да, если кто-то там не приехал, то есть, соответственно, команда ослабевает. Есть разница, в 20 человек играть полевых, да, либо в 10 человек. Соответственно, они по физической подготовке просто устают, и на третьем периоде они уже не так быстро катаются, не так быстро принимают решения.
Поэтому нет такого, чтобы кто-то сильнее, кто-то нет. Это же игра, тем более детский хоккей он вообще непредсказуемый. Ты можешь выигрывать, а потом на третьем периоде тебя догонят и перегонят. У нас такое было уже не раз. Перегнать воркутинский Олимп оказалось непросто. Мальчишки просто летали по льду и ловко забрасывали шайбы в ворота соперников. В третьем периоде матча между хоккеистами из Заполярья и Усинска Олимп продолжил нападение, забив 3 гола. Фениксу не хватало технических навыков игры в хоккей. К концу матча команда Усинска забросила лишь 1 шайбу. Соперники сильные, хорошие, у них хороший пас, то сплоченность команды и много бросков по нашим воротам. Нам тоже не хватало хорошего паса и бросков по воротам. Было бы больше, забили бы. Мне нравится в хоккее командная игра, как они поддерживают друг друга, всякие силовые. Но в детстве, я когда первый раз пошел, я хотел все время уйти с льда, и буквально через год я уже не хотел оттуда уходить. И вот сейчас играю в хоккей, на турнирах участвую. Нападающий команды, ассистент. Воркутинцы на голову превосходили своих соперников и все время нападали. Усинск по большей части оборонялся. По итогам 3 периодов матч между Усинским Фениксом и Воркутинским Олимпом закончился со счетом 2-8 в пользу хоккеистов из Заполярья. Победу было держать не так легко. Но первый период прошел, тяжелее всего было. Первый период всегда тяжелый. Дальше во втором мы забили, и из-за этого игра и пошла легче. Соперники играли тоже хорошо. И свою команду я тоже хорошо оцениваю. Все отыграли на своем месте. Команда у нас хорошая, мы все дружим, хорошо общаемся. Ребята у нас занимаются давненько. С количеством команд у нас нет проблем. То есть мы сейчас с этого сезона именно сделали по тем возрастам, по которым у нас есть. Да? То есть раньше мы распылялись на каждый возраст, а сейчас мы делаем, то есть мы понимаем, где у нас есть провалы, а где у нас нет провалов по возрастам. Мы сделаем именно по этим годам первенства, да, республики, и кубки тоже делаем. Что касается, участвуем ли мы на северо-западе, на северо-запад мы участвуем пока по одному возрасту, там, это по 2008 году. И, кстати, неплохо участвуем. В том году мы были победителями северо-западного федерального округа, мы заняли 1-е место. Тем самым поехали на Кубок Третьяка, потому что получили путевку. И, соответственно, поехали на Всероссийскую спартакиаду. Среди учащихся тоже мы ездили. И в этом году на базе нашей команды с КОМИ сделали сборную СЗФО, ездили на первенство федеральных округов. Они буквально сейчас приехали 5 дней назад. Они сейчас играли, то есть делали на базе нашей команды. Там было с Череповца были ребята, с Карелии, с Калининграда были ребята, и, соответственно, у нас вся наша команда. То есть тоже участвуем, только по одному возрасту. По другим возрастам пока не играем. В первый соревновательный день на ледовой арене было проведено 4 матча. Каждой команде предстояло дважды сыграть с одним и тем же соперником. Некоторые хоккеисты изрядно подустали.
«Феникс» из Усинска как мог держался, но противостоять воркутинскому «Олимпу» оказалось крайне сложно. Последний матч завершился со счетом 19-5 в пользу «Олимпа». У них было мало человек в команде, они особо так не готовились, я думаю, и поэтому проиграли. Дважды сыграли команды «Северный ветер» из Печоры и хоккейный клуб имени Виктора Жлуктова из Инты. Ничего нового ребята не показали. Мальчишки старались не расслабляться и проявляли упорство. Как и во время первого матча, «Северный ветер» с хоккейным клубом имени Виктора Жлуктова играли на равных. Обе команды не давали поразить свои ворота. Юноши проявляли боевой дух и стремление к победе в каждом периоде и матче. Но спортсменам еще есть над чем работать. Чтобы повысить мастерство, достичь успехов и выйти на новый уровень, надо очень много трудиться, говорят тренеры. Первый период между «Северным ветром» и хоккейным клубом имени Виктора Жлуктова закончился со счетом 1-0 в пользу хозяев льда. На последней минуте игроку под номером 7 Матвею Янзинову удалось забросить шайбу в ворота Печоры и уйти на первый перерыв, лидируя в счете.
Оставшиеся 2 периода команды старались играть на равных, но удача вновь отвернулась от местных спортсменов. Матч закончился со счетом 5-4 в пользу «Северного ветра» из Печоры. Всего за 3 дня юные хоккеисты провели 12 матчей, проявив настоящую волю к победе, упорство и доставили огромное удовольствие себе и всем любителям хоккея. Соревнования, такой опыт есть, они проходят по 2 круга. То есть это получается, команда играет с командой, соперником 2 раза. Очки считаются, в итоге получается, что по наибольшему количеству очков выявляется победитель. Бывает такое, что команда сегодня сыграла одну игру, проиграла, другую выиграла, в итоге там проиграла, выиграла, в итоге они могут уйти там на 2-е, на 3-е место, а другой, который играл похуже, выйти на 1-е место. Поэтому тут такая система круговая, интересная очень. Детям, конечно, сложновато играть, потому что большая нагрузка на них ложится. И это же ответственно все-таки. Ты выходишь на игру, это хоккей, мужская такая серьезная, захватывающая игра. И сложно играть деткам. Но они молодцы у нас все равно. Конечно, держатся, спортсмены же занимаются. Это для их сила воли, что ли, закалка воспитывается. Поэтому молодцы они у нас. Всего мы провели пока что 5 матчей. Первые 2 матча были с Печорой, остальные 2 с Ухтой и 5-й с Воркутой. Вот сейчас будем играть 6-й матч тоже с Воркутой. Сыграли неплохо, но могли бы и лучше. Просто мы проиграли во всех там. Нам не хватает игры защитников и центр. Независимо от того, как могли распределиться призовые места в турнирной таблице, все участники республиканского первенства старались в первую очередь получить удовольствие от игр. Для юных спортсменов любое соревнование – значимое событие и бесценный опыт, который делает их сильнее. Третий день проходят республиканские соревнования по хоккею 2008 и младше. Сегодня 3-й день. Хотел бы поблагодарить все города, которые приехали. Да, хоккей захватывающий, видно и стычки, и голы, много голов. Поэтому мы всегда рады принимать соревнования. Интинцы приходят, смотрят, а дети, ребята набираются опыта. Все команды играли с большой самоотдачей. В финале «Феникс» из Усинска и «Северный ветер» из Печоры провели 2 матча. В обеих играх победу одержала команда «Феникс». В первом матче Печора проиграла со счетом 1-7, во втором – 2-11.
Усинские нормально играют. Я смотрю, они вчера нашим наколотили. Какой-то космический счет. Сегодня Печорским дают игру. Так что нормальные мероприятия. Почаще бы сюда приезжали. У каждой из хоккейных команд есть преданные болельщики, которые поддерживают своих любимых игроков и команды, в том числе и на выездных матчах, проходящих в различных городах. Зрители остались в восторге от проведенного в Инте республиканского первенства. За какую команду я могу болеть? Вопрос интересный. За Инту, конечно. Это наши ребята, это мои воспитанники. Поэтому для меня самая любимая команда – это города Инты. И есть команды сильные. Это вот Воркута, которая в этом турнире не проиграла никому. Конечно, им почет. Но я надеюсь все-таки, что наши мальчишки, наши юные хоккеисты, они подтянутся и добьются того же результата, как было раньше. Мы всегда были победителями на таких турнирах. Немножко пошел спад. Это бывает в спорте всегда. Подъем, спад. Поэтому это нормальное явление. За нами все еще впереди у нас. Ну и, естественно, как я сказала, болела за команду Инту. Конечно, мне приятно смотреть на игры всех команд, потому что у каждой команды своя тактика, своя спортивная игра, своя скоростная выносливость. Поэтому у этих команд нужно учиться. То есть у каждой команды что-то брать для того, чтобы включить, начать действовать и работать в нашей команде в Интинской. Интинский хоккейный клуб имени Виктора Жлуктова в последний соревновательный день провел 2 матча с воркутинским «Олимпом». Противостоять приезжим мальчишкам из Заполярья хозяевам льда оказалось очень сложно. Воркутинцы сразу заявили свое лидерство и сдавать позиции не планировали. Этого первенства фаворит Воркута. Ухта очень тоже сильная. Печора сильнее нас, но мы изначально думали, что мы ее выиграем. Но Воркута однозначно сильнее всех. Воркута, потому что человек больше, но у них сыграны пятерки, да и в принципе, школа мастерства, так сказать, получше будет. Вот. Что вам не хватает? Человек, конечно же, и мастерства чуть побольше. И было бы тогда хорошо. Первый матч интинцы проиграли в Воркуте со счетом 15-4. Местные хоккеисты понимали, что соперник намного сильнее их и реально оценивали свои силы, но сдаваться не планировали. Заключительную встречу республиканского первенства хоккейный клуб имени Виктора Жлуктова решил начать с нападения, и счет был открыт уже на 1-й минуте.
команда, в принципе, неплохая, но не хватает мастерства, конечно же. Недолго ходят некоторые ребята. Ну и все-таки у некоторых ребят из других команд мастерство получше, чем у наших. В первом периоде интинцам удалось забросить в ворота Олимпа 4 шайбы. Правда, и сами пропустили пару голов. На перерыв спортсмены ушли со счетом 4-2 в пользу хозяев льда. Давно я не встречала такого уровня соревнований именно для этого возраста. Все как-то мы встречали и проводили, организовывали республиканские турниры. Но вот в этом году первенство Республики Коми и 15-летние юноши, наши спортсмены. Ну, я хочу сказать, что они в достойной борьбе. Конечно, им очень сложно, потому что вид спорта такой, он и серьезный, и требует опыта, подготовки. Но, тем не менее, наши ребята, вот сейчас период показывает первый период последней игры, что наши ребята собрались и, наверное, все-таки покажут хороший хоккей. Они умнички, сейчас они выигрывают, и я думаю, для них это хороший опыт, для того, чтобы в дальнейшем, в последующих турах, в выездных уже соревнованиях также проявить свой опыт и заявить о том, что в Инте есть настоящие хоккеисты. Александр, команда хоккейный клуб Виктора Шубтова, город Льда. Закончился первый период игры между командами. Олимп, город Воркута, хоккейный клуб Виктора Шубтова, город Льда. Со счетом 4-2 в пользу команды города Инты. Во втором и третьем периодах воркутинцы забрали пальму первенства и больше не отдавали. Матч закончился в пользу хоккеистов из Воркуты. Интинцы проиграли матч со счетом 15-7. По итогам 12 проведенных за 3 дня матчей интинцы не смогли стать призерами первого тура республиканских соревнований. Первое место завоевал воркутинский Олимп. Серебряные медали достались игрокам «Феникса» из Усинска. И бронза у команды «Северный ветер» из Печоры. Лучшими игроками первенства Коми по хоккею среди юношей до 15 лет признаны усинский вратарь Егор Ильин, нападающий из Воркуты Вячеслав Шушков, игрок Эрик Уваров из Печоры, защитник Алексей Хомячков из Инты и бомбардир Артем Сапори из Воркуты.